Всем привет! Сегодня 11 ноября, проспект Ленина, город Якутск. Давайте глянем, что сделали за неделю. Я снимал неделю назад эту улицу и сейчас посмотрим, что новое. Так, видно, что фонарные столбы уже все светятся, то есть их запитали, лампы, все на месте. Так, и движение по проспекту Ленина, как вы видите, происходит. Сегодня 11 ноября, город Якутск. Падал снег сегодня вот ночью и днем, и нападало столько, что вот все в снегу здесь. Так, давайте-ка посмотрим дальше, что интересного. Пройдемся по улице. Площадь Ленина. Как мы видим, на площади Ленина уже соорудили каркас для елки, поставили. Вот таким образом, то есть елка здесь будет. Работает спецтехника, убирает снег, как вы видите. Вот так вот она классно зачищает пространство от выпавшего снега. Вот так вот. Ну и разворачиваемся, где у нас стоял памятник Ленину. Памятника Ленина до сих пор нету. Температура 18 градусов сейчас. Ну, это улица Амосова. Движение тоже по ней происходит. То есть, в общем-то, запустили движение по проспекту и по улицам, которые пересекают проспект Ленина. А вот заметил, тут какой-то памятник стоит через дорогу. Посмотрим, кому поставили памятник. Раньше его не было. Ну вот здание Якутзолота, бывшего, да? Бывшего Якутзолота организации, памятник поставлен. Читаем: Тарас Гаврилович Десяткин, герой социалистического труда. Смотрите. Ну, это руководитель, вот видите, вот эти КАМАЗы, да? Он руководил, так, давайте почитаем, этой организацией. Интересно, что такое это? Так, история ленских золотых приисков. Вот читайте. Добыча золота. Ну, стоп, ставьте и читайте. В общем-то, сами. Интересно, да? С этой стороны церковь. Так. Фокус навожу. Града Якутская Иоанно-Предтеченская церковь. Ага, то есть когда-то она вот стояла в городе. И памятник вот руководителю Якутзолота Десяткину Тарасу Гавриловичу. Вот здесь поставлен. Открыли вот такой скамейки, поставили, чтобы посидеть можно было за ним, за этим памятником. На этом здании еще вот барельеф. Ему же он здесь работал, трудился. Можно пройтись. Здесь мрамор. Такой очень скользкий, кстати. Надо осторожно идти. Ну и вот площадка напротив драматического театра имени Пушкина в Якутске. Вот он. Тут надо осторожно ходить, потому что вот присыпало снежком и довольно скользко, но поэтому надо по коврику обязательно перемещаться. Так, выходим. Здесь вот в сквере, где бюст Пушкина, повесили новый баннер. 350 лет Петру Первому. Отель Азимут. Один из лучших отелей в городе. Еще вот такие вот провода здесь лежат. Так что уже все. Прямо по дороге не походишь. Движение. Поэтому вот все.
открылось по ней движение, но надо дождаться весны, посмотреть, что вот снег сойдет, когда что тут надо будет, наверное, доделывать. Не все, конечно, сделано, не все успели. Так, проходим, улица, вот это вот Короленко у нас, тоже по ней движение открыто. Соответственно, светофоры установлены, которые работают. Вот можно переходить, но довольно скользко. Довольно скользко, дорога накатанная, поэтому надо ходить осторожнее. Здание мэрии города Якутска. Смотрю, я открыли новый сервис ремонт сотовых телефонов Fixit. Зашли мы вот тут, кинотеатр Центральный. Так, ну тут я вижу какие-то еще установлены барьеры, да? Вот. Видать, чтобы машины не наезжали. Но это памятник якутскому дворнику метлой. Такие вот барьеры стоят со всех сторон вот этого перекрестка, улицы Курашова и проспекта Ленина. Машина движения, видите, на какое, да? Наверное, медленное, интенсивное. Вот кабеля еще здесь вот эти вот торчат еще. Туда, видать, надо что-то укладывать, делать, доделывать. Вот такая движуха в пятницу вечером в Якутске. А мороз все крепчает. И вот в этот магазин погреться, это без, голыми руками тут приходится снимать, держать телефон, соответственно, поэтому надо заходить греться уже куда-то. Распродажа Кока-Кола, сколько это? Литровая, 50 рублей. Да, обалдеть можно. Надо набрать такое. Редко когда можно встретить. Магазин как магазин. Что интересно, особо нету. Вот видно, да? Кола. Сколько стоит? Паску какая-то. Еще на корейском или каком языке написано. 280 рублей бутылка. Что-то новенькое. И тут то же самое. Продукты сублимированные, быстрого приготовления. Роллтон, доширак. Вот давайте посмотрим, сколько доширак стоит. 70 рублей. Вот, доширак 70 рублей. И роллтон тоже 70 рублей. Хотя можно взять вот такую лапшу. Корейская лапши. Как тут много, смотрите. Всякой разной. Стоит она вот 180 рублей за 94. Но это, видать, объем, да? Такая вот 180 рублей. Или это китайская, я даже не разбираюсь. Лапша это тут перемешку. Вот корейская, а это вот китайская идет. Полно любителям лапши. Так, ну что, набрал я, короче, целых 4 бутылки этих. Там не литр, а 0,9 литра. 0,9. 100 миллилитров не хватает до литра. На 200 рублей, короче. Вот таким образом. Нормально. 4 бутылочки. Так, ну тут смотрите, они хорошо сделали, оббили. Уголки какие-то сделали, чтобы не падали. Так. Проходим дальше по проспекту. Фонари работают. Что-то тут доделано, что-то еще не доделано. Поэтому, я так понимаю, ждем весны, когда все здесь вот растает. И будем дальше смотреть. Говорят, что вот офис Ростелекома вот здесь вот в здании, он закрылся. То есть, куда клиенты приходили, вот надпись видно, да, физические лица не обслуживаются. Так, все понятно, да? То есть физические лица, и вон там даже физические лица не обслуживаются. Ну, шикарно. Теперь получается у Ростелекома
для клиентов, физических лиц, нету места, куда бы они могли прийти и там, не знаю, что-то. То есть все электронным путем, образом надо делать через интернет, там, телефон. Таким образом. Так, вот. Технологии возможностей. Вот что у нас такое. Провайдер один из самых основных в Якутии, Ростелеком. В Якутске еще провайдер ТТК есть, который поставляет услуги интернет. Оба-на. Оба-на. На велике. Как это он так умудряется ездить. Какая-то передача у него. Быстро крутит, медленно едет. Наверное, чтобы удобно было. Вот об какой скользкой поверхности перемещаться. Гостиница Лена. Ну и тут проходим дальше. Тут, кстати, тупик получается. И вот этот участок, он как автостоянка дороги используется. Таким образом. Так, ну что? А там он дальше идут работы. Дальше уже продолжение по выемке грунта. Так, тут какая-то еще лампа лежит, что ли? Не повесили. Так, вот. На 11 ноября проспект Ленина вот так вот выглядит. Ну и сейчас мы с вами развернемся в эту сторону, посмотрим, что здесь, на каком этапе проходят работы. Ну, видим, что вот они роют уже проспект Ленина в эту сторону. Смотрите, работает там спецтехника. Ну вот. Этот участок как-то они интересно делают. Тут вот этот участок они оставили, не копают, а копают только, получается, где непосредственно будет сама дорога. Я так понимаю, вот здесь вот будут движения автотранспорта, да, проходить. Вот здесь вот и роют, копают. А вот этот участок его, поскольку здесь движение не интенсивное, его, видать, не будут делать. Кстати, загородили сейчас хорошо. Вот заборами такими, еще сетку здесь натянули дополнительно, чтобы люди не лазили здесь и не ломали себе ноги. Магазин «Нужные вещи», кому интересно. Вот он сейчас здесь. Вот такие работы по выемке грунта. Там то, что вот бревна еще от старой дороги остались, то, что были там уложены. Так вот сейчас все это происходит. Какой мощный экскаватор, да? Вот такими он прямо с бревнами, совсем с землей он загружает и туда в кузов машины вываливает. Он еще поправляет. Кстати, вот здесь вот Black Star Burger находится. Ну, в Якутске Макдональдса как бы не было, да, но вот есть Black Star Burger. Поэтому, кто любит вот эти бургеры всякие, может сюда, на улицу, вот это вот, проспект Ленина идти. И здесь покушать бургеров. Там приятная атмосфера. Ну, что он встал-то? Все, заглох, что ли? Так, он утрамбовал, получается. И вот смотрите, какие глыбы здесь. На двухкратном, да? Вот смотрите, какие глыбы. Ё-моё. Вот этот долбит землю. У него такой коготь, видно, да? И он вот этим когтем долбит вечную мерзлоту. Смотрите, да? Вот он коготь. Вот такой вот долбит, выковыривает вот это вот пространство все.
Вот такие вот куски. Потом кто-то, видать, еще измельчает. И дальше идут работы. Так, идем. Переходим через дорогу. Осторожно. Тут скользко. Так, вот это получается заезд. Смотрите, как интересно поставили вот такие глыбы здоровые здесь прямо. Вот такие глыбины. Так, ну вот тут получается до этого участка будут все это скрывать грунт, долбить. А здесь тупиковая зона, машины стоят, люди ходят. Смотрите. Вечная мерзлота. Ну вот в прошлом году, когда начинались только работы, они тоже в ноябре были начаты. То есть зимой получается удобно грунт скрывать. Такая вот сценка. Напротив здесь педучилище. И здесь подъезжает следующая грузовая машина, которая будет забирать грунт. Ну, мы с вами идем дальше. Подъезжает он. И сейчас он будет туда. Вот, смотрите. Я тут точку повыше взял. Отсюда хорошо видно. Ох, какой грохот-то, а. Смотрите, какая тяжесть там. Вот, они, короче, изымают грунт. Больше, чем на метр-полтора, где-то так. Да, ну сейчас хорошо тут заделали, чтобы никто не лазил через эти, значит, посюда, через перерытый участок. Груду накопали земли. Здесь здание ВОРПа, речное Ленское судопроходство. Вот этот якорь один, вот этот старинный, еще с советских времен. Здесь стоит такой большой цепь тоже тут огромная. И вот это относительно недавно поставили. Такой вот памятник судоходству на Лене. Получается, что докопали вот до сюда. Вот, площадь Орджоникидзе. Вот этот фонтан закрытый, который вот такой ажурной композиции. Вот таким образом. Здесь уже вот стоянка машин на этом участке улицы. Вот сколько транспорта. Женщина набрала какие-то бутылки. Сегодня пятница. Ну, надо расслабиться, надо расслабиться. Кстати, в этом году исполнилось Якутску 390 лет. И 100 лет республики Саха-Якутия с момента основания. А здесь, кстати, вот алкомаркет и пивко. Это здание главпочтамта города Якутска. У них вот такие елочки прикольные стоят. Ну вот, кстати, если вы подмерзли, можно зайти погреться на главпочтамт. Это здание продуктовый магазин Якутск. Но там не только продукты, по-моему, все подряд уже продают. Но когда-то это был 4-й магазин. Вот там хотели сделать, по-моему, продать, что-то какой-то офис сделать, но владельцы магазина как бы отстояли. И вот до сих пор здесь в очень удобном месте магазин. Там кофейня есть, можно зайти кофе попить. Еда всякая разная продается. Ну и товары какие-то повседневного широкого спроса, в том числе и химия продается. Вот вам поснимать еще немножко вечерний пятничный Якутск. Вот это улица Дзержинского, туда идет перекресток. Ну, сейчас здесь движение менее интенсивное, потому что вот этот участок дороги перекрыт. А это остановка вот здесь вот, напротив школы ДЮСШ, детской спортивной школы. Ну и в общем-то все. Прекращаю я снимать, руки у меня подмерзли, поэтому всем пока, до новых встреч.